Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на уроки по казахскому языку. И тема сегодняшнего урока – это практика по теме «Жыктык жалгау. Личные окончания». Перед тем, как проходить данный урок, советую повторить, как образуются личные окончания. Итак, перейдем к примерам. Первый пример – это слово «мухалим» – «учитель». Итак, начинаем прибавлять личные окончания. Жыктык жалгау к этому слову «мухалим». Мен – мухалиммын, сен – мухалим сын, сыз – мухалим сыз, ол – мухалим. Множественные окончания прибавляем. Біз мухалим біз, сендер мухалим сендер, сіздер мухалим сіздер, олар мухалим дер. Теперь разберемся, почему мы прибавили эти окончания. Слово мухалим заканчивается на сонорную согласную м, значит прибавляем окончание мын. Слово мягкое, значит прибавляем мягкое окончание. Следующее сен. Здесь два примера у нас на выбор. Либо твердое сын, либо мягкое сын. Так как слово мягкое, прибавляем мягкое сын окончание. Следующее. Лицо сыз. Мухалим сыз. Тоже прибавляем мягкое окончание, так как слово мягкое. Следующее лицо ол. Здесь нет личных окончаний. Множественное число. Біз, мухалим, біз. Мы прибавили окончание біз, так как слово заканчивается на сонорную м. А после этой буквы прибавляется окончание либо твердое біз, либо мягкое біз. Так как слово мягкое, остается прибавить нам мягкое окончание біз. Получается мухалим біз. Синдер, мухалим синдер. Здесь два варианта у нас, либо твердое сындар, либо мягкое синдер. Слово мягкое, значит прибавляем мягкое окончание. Синдер, мухалим синдер. Следующее лицо сыздер, мухалим сыздер. Также у нас на выбор два окончания, либо твердое сыздар, либо мягкое сыздер. Прибавили мягкое окончание, так как слово мягкое. И следующее лицо олар, мухалим дер. Здесь нет личных окончаний, прибавляется лишь окончание множественного числа. В данном примере мухалим дер, окончание множественного числа дер. Следующий пример бастык, начальник. Мен бастыкпын, сен бастыксын, сыз бастыксыз, ол бастык. Множественное окончание. Біз бастыкпыз, сендер бастыксындар, сіздер бастыксыздар, олар бастыктар. Рассматриваем, почему мы прибавили данное окончание. Слово бастык заканчивается на глухую согласную к, значит и прибавляем глухое окончание. В данном случае пын. Слово твердое, значит и окончание тоже твердое. Бастык пын. Следующее лицо сен бастыксын. Здесь прибавляем твердое сын, так как слово твердое. Сыз бастыксыз. Тоже твердое окончание прибавляем, так как слово твердое. Ол бастык. Личных окончаний нету. Біз бастыкпыз. Прибавили глухое окончание, так как слово оканчивается на глухую согласную к. Следующее лицо сендер бастыксындар. Прибавляем твердое окончание. Слово твердое у нас. Сыздер бастыксыздар. Также твердое окончание. И следующее лицо олар бастыктар. Здесь личных окончаний нету, прибавляется только окончание множественного числа. Окончание множественного числа выделены красным шрифтом. В следующих примерах я подробно объяснять не буду, почему прибавляется данное окончание. Это остается для самостоятельной работы. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Переходим к следующему примеру. Следующий пример – сатуши. Продавец. Мен сатушимын, сен сатушисын, сыз сатушисыз, ол сатуши. Множественное окончание. Біз сатушимыз, сендер сатушисындар, сіздер сатушисыздар, олар сатушилар. Следующий пример. Ушкыш, летчик. Мен ушкышпын, сен ушкышсын, сыз ушкышсыз, ол ушкыш. Біз ушкышпыз, сендер ушкышсындар, сіздер ушкышсыздар, олар ушкыштар. Следующий пример. Азамат, гражданин. Мен азаматпын, сен азаматсын, сыз азаматсыз, ол азамат. Біз азаматпыз, сендер азаматсындар, сіздер азаматсыздар, олар азаматтар. Следующий пример. Акылды, умный. Мен акылдымын, сен акылдысын, сыз акылдысыз, ол акылды. Біз акылдымыз, сендер акылдысындар, сіздер акылдысыздар, олар акылдылар. Следующий пример. Жомарт, щедрый. Мен жомартпын, сен жомартсын, сіз жомартсыз, ол жомарт. Біз жомартпыз, сендер жомартсындар, сіздер жомартсыздар,
Олар, жомарттар. Следующий пример. Таныс, знакомый. Мен, таныспын. Сен, таныссың. Сіз, таныссыз. Ол, таныс. Біз, таныспыз. Сендер, таныссыңдар. Сіздер, таныссыздар. Олар, таныстар. Следующий пример. Конак, гость. Мен конакпын. Сен конаксың. Сіз конаксыз. Ол конак. Біз конакпыз. Сендер конаксыңдар. Сіздер конаксыздар. Олар конактар. Следующий пример. Биік, высокий. Мен биікпін. Сен биіксің. Сіз биіксіз. Ол биік. Біз биікпіз. Сендер биіксіңдер. Сіздер биіксіздер. Олар биіктер. Надеюсь, в данном уроке вы проверили себя и свои знания и прибавили данные окончания правильно. Если что-то вам было непонятно, пожалуйста, задавайте вопросы в комментарии. А на этом данный практический урок закончен. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.